от имени Дочь-Гипени Якутск, от имени кружкового движения «Анты» в Республике Саха-Якутия приветствую вас всех. И мы сегодня с вами собрались здесь, чтобы обсудить, каким образом в регионах развивать рынки НТИ, каким образом готовить кадры. И в формате живого общения мы с вами должны подумать, потому что наш сегодняшний форум и площадки форума, они носят в себе смысловое значение на тему. Мы хотим услышать вас, наших экспертов, уважаемых, и чтобы у нас формировалась четкая траектория, правильно ли мы двигаемся, да, у себя в регионе. И разрешите на этой ноте представить наших сегодняшних экспертов. У нас сегодня в гостях Полина Железнякова. Полина, я приветствую вас. Ага. Мы вас слышим. Ага. Основатель конференции Fashion по возможности цифровых технологий для модной индустрии. Рынок фэшн, который VRNet. Я правильно позиционирую? Да, все верно, VRNet. Хорошо. У нас в гостях Владимир Козлов, руководитель. Владимир, здравствуйте. Да, добрый. Могу себя сам представить, если вы не против. Окей, хорошо. Меня зовут Владимир Козлов, я директор по науке и нейротехнологиям компании Persona, руководитель направления нейроэкономика рынка Neironet. Neironet NTI 2.0. Ну, так, и если коротко, без всяких там уже чинов. Хорошо, отлично, спасибо. Максим, я тоже вам предоставлю слово для того, чтобы вы немножко вкратце рассказали и представили себя. Коллеги, добрый день. Максим Томских, компания Drones Hub, Екатеринбург. Отработали в составе рабочей группы RNX на Форсайте 2.0 и сейчас работаем по направлению автономной логистики. Этот проект у нас в топ-100 вашего выбора России. Работаем с дронопортами, дронами и наземными платформами роботизированными. Спасибо. Ольга, я вот приветствую вас от имени организаторов. Ага. Просьба вас представить немного. Значит, добрый день всем. Меня зовут Ольга Заречная, Пермский край, город Пермь. Я основатель группы компании New Vision. Мы занимаемся умной видеоаналитикой, то есть как бы эксперт по рынку нейронет, соответственно, участник и Форсайта 2.0 и Архипелага 2035, в рамках которого было 2 лаборатории, там 2 мастер-класса. И моя компания является, естественно, участником там экосистемы национальной технологической инициативы по рынку нейронет. Итак, занимаемся мы умной видеоаналитикой, то есть мы, по сути, объединили видеоаналитику и поведенческий анализ. То есть у нас наши системы, это система видеопрофайлинга и система социально-психологического мониторинга. Соответственно, первая осуществляет психодиагностику для решения прикладных бизнес-задач, поддержки продаж, поддержки подбора персонала, поддержки управления лояльностью персонала в компаниях. Вторая система, в основе лежит технология нейросетевого распознавания эмоций и, соответственно, анализ регулярный мониторинг. Система может использоваться для решения задач сопровождения учебного процесса, это уже реализованный кейс в рамках пермских школ, и, соответственно, сопровождение онлайн-конференций. Этот проект сейчас получил поддержку фонда Бортника буквально вот в ноябре этого месяца. И следующая реализация – это видеодетектор лжи. Вот. Так, чтобы мы с вами были знакомы. Очень приятно всех видеть. Всем плодотворного дня сегодня. Спасибо. Нам тоже очень приятно. У нас в гостях корпорация Якутия. Просьба включить тоже камеру, кто сидит, чтобы увидели, чтобы у нас был формат некого нетворкинга, живого общения, чтобы каждый не только представил свой проект, да, но и проговорил моменты, которые стоят сегодня вот на площадке. У нас сегодня будет возможность на самом деле проговорить о тех насущных делах, которые мы вместе с вами двигаем. Хорошо. Ну, я представлю вкратце команду от Якутии, да, потому что у нас видим, кто сегодня, и пригласили как раз тех людей, которые у себя в регионе двигают. Вера, здравствуйте, я вас приветствую. Давайте вы тоже представите себя, да? Хорошо.
Здравствуйте, я представляю венчурную компанию «Якутия» и Фонд развития инноваций. Наша организация является частью инновационной экосистемы региона и занимается продвижением, содействием продвижению инновационных проектов, акселерации проектов, финансированием и, скажем так, всеобщая поддержка в их развитии. Спасибо. И попрошу сегодня двигаться в такой логике. Вообще вот есть от команды у нас сегодня присутствует штаб кружкового движения НТИ. Это люди, которые готовят кадры. Это из образования Илья, Пиней, Ирина, Николай. Это люди, которые готовят кадры, потому что по стратегии мы продумали такую ситуацию, такую логистику, чтобы в основном упор делался на кадры, на детей, на студентов, на, не знаю, на преподавателей, которые делают все для того, чтобы эти рынки у нас в Якутии состоялись. Да? Владимир, я вас попрошу дать разъяснение вообще, какова специфика НТИ, немножко вот рассказать, раскрыть смысл вообще задумки и куда нам надо двигаться и как формируются вообще рынки. У нас по регламенту на выступление по 7 минут каждого из Прекрасно. Вы знаете, я, наверное, расскажу свою версию всего этого события. Ольга, наверное, и другие мои коллеги расскажут свою. Вы знаете, я считаю, что наличие НТИ, вообще этой платформы в нашей стране, это такой серьезный прорыв. Есть огромная проблема в том, что мы все очень сильно регионы разобщены. И отсутствовала, и практически долгое время отсутствовала единая площадка, где можно было бы объединить, скажем так, две группы людей. Первая группа людей, они здесь, по-моему, как раз и представлены в виде моих коллег по НТИ, это люди, одержимые идеей, одержимые продуктом, одержимые достижением какой-то цели. Это прекрасная вещь, и мы видим, что НТИ 1.0, когда собирался в 2015 году, это были люди идей, это были люди продуктов. И сейчас Форсайт НТИ 2.0 во многом также собрал людей, которые были идейными, у которых была идея создать что-то прорывное, что-то суперски хорошее, полезное и прям такие на грани будущего. И Ольга участвовала вместе со мной, мы в одной команде в нейронете, мы создавали карту новых продуктов, карту будущего. И если в 2015 году ее делали такую фантастическую, как бы все могло быть, то в этот раз мы исходили из очень твердых, имеющихся у нас технологий. И сейчас НТИ 2.0, по сути, который сейчас прошел, он еще раз собрал группу активных технологий и активных продуктов, которым не хватает для самореализации одной очень простой вещи. Мне не хватает людей, у которых нет продукта, но есть желание что-то реализовать. Там, где они живут, в том городе, в том регионе. Получить доступ к технологиям, которые есть, и на их основе создать что-то свое. По крайней мере, я вот так смотрю на эти вещи. И сейчас для меня НТИ – это возможность каждому региону и каждому уголку, где есть доступ к интернету, получить возможность, в первую очередь, узнать, что мир изменился, узнать, что у нас появилось сейчас, есть четкий, понятный образ будущего. Понять, что есть новые технологии, и эти технологии доступны для самого, не то что удаленного, это плохое слово. Для практически каждого человека, для каждого города, для каждого региона. То есть и сейчас вот я думаю, что мы все будем рассказывать, наверное, о том, что те технологии, которые мы представляем, их возможно передавать, им возможно научить, им возможно, скажем так, придать такую форму, которую можно передать в любую компанию, допустим, в Якутии, скажем, у которой есть желание заниматься чем-то новым, инновационным на рынке Якутии, или построить какую-то, не знаю, там, инновационную компанию по-новому. И ее уже из Якутии делать, я не знаю, там, федеральной, международной. По сути, сейчас мы видим возможность с помощью платформы НТИ
распределить технологии, которые сконцентрированы в одном условно там месте, в двух, там, трех там городах, Москва, Питер, Екатеринбург, условно, там, ну, вот нас вот еще Ольга представляет Пермь, это город, который активно рвется в технологические лидеры, вот, и ими поделиться с другими регионами, раздать их, точнее, не то что раздать, а привлечь активных предпринимателей, активных заинтересованных студентов и дать им новые знания, новые технологии, которые помогут, собственно говоря, построить то будущее, общее такое, распределенное для всех. Вот если коротко, мое видение, что такое НТИ. И НТИ, по сути, стало таким слоем, такой платформой, где эти люди могут общаться, не прикладывая к этому гиперусилий. Потому что если бы не НТИ, мы с вами сегодня бы не собрались. Для этого есть специальные люди, которые создали вот это коммуникационное такое живое пространство, по сути. Вот как я вижу НТИ. Вот если коротко, еще могу добавить, чем мы занимаемся. Я увлеченный человек, более 30 лет занимаюсь такой темой, которая когда-то у меня возникла в самом детстве. А где мои таланты? Все кругом такие талантливые, и только, точнее, все кругом такие разные, и только я один такой одинаковый, понимаете? И вот из желания понять, почему все кругом такие талантливые, и где же мои таланты, вырос большой продукт, который называется Persona. Это нейротехнологии, которые позволяют тестировать, скажем так, детей от 14 лет и выявлять у них их таланты, выявлять их когнитивные функциональные модели поведения, в чем они самые лучшие, объяснять это и детям, и взрослым, и подросткам, учить, собственно говоря, и помогать им, не знаю, там, от выбора профессии до, скажем так, до процессов, как правильно учиться, потому что каждый тип личности учится по-своему, убирать вот то социальное неравенство, которое возникает из-за равенства наших поведенческих паттернов. Потому что есть люди тихие, есть люди громкие, и сейчас, например, при дистанционном обучении экстравертам, конечно, учиться стало гораздо сложнее, потому что если в школе нас зажимали со всех сторон и принуждали к хорошему обучению, то сейчас это очень сложно. Вот. И я, как отец 5 детей, это очень хорошо чувствую на себе всю тяжесть этой системы. Вот. И поэтому, например, мы сейчас с моими коллегами готовы обучать региональные компании пользоваться нейросетями и нейротехнологиями, которые позволяют тестировать людей, помогать им трудоустраиваться, помогать им находить себе, простраивать себе какие-то профессии, профессиональные там траектории, которые были бы им полезны. Вот. И мы ищем сейчас, вот если мы активно работаем Москва, Московская область, Питер, то сейчас мы способны делиться этими технологиями и обучать их применению, искать какие-то совместные формы работы уже в регионах. Нам это интересно, мы к этому относимся достаточно позитивно. Ну, вот. И, наверное, вот мы тоже считаем это примером той пользы, которую НТИ дает всей нашей стране, каждому региону. У меня коротко все. Ответил ли я хоть как-то на ваш вопрос? Спасибо, Владимир. Да, конечно, безусловно. Ну вот, смотрите, почему нас сейчас здесь вот мало, и мы, в принципе, не пригласили всех, потому что есть такой немножко проблемный момент, когда ну, Якутия сама по себе большой регион. И то, что мы слышим, мы обязательно будем доводить, доносить и рассказывать, ходить по всем нашим 34 муниципалитетам. И, в принципе, тут сидит, да, тут пол людей, которые трансляторы, которые ходят и рассказывают, кто где чем занимается, и поэтому, собственно, вот площадка для нетворкинга, она такую смысловую задумывающую имеет, да. У нас сейчас мы хотим, у нас сейчас твердо стоят вопросы, каким образом построить в Якутии те рынки, которые на данный момент сегодня практически отсутствуют. И нужно ли интегрировать, и правильно ли мы будем, стратегически правильно ли будем заниматься, когда будем заниматься интеграцией рынков. И я хочу попросить выступить, ну, давайте будем такой немного, это принесет синергетический эффект, когда будем в перемешку в гибридном формате слушать не только экспертов, да, но и тех, у кого есть вопросы. Собственно, я хочу, чтобы Илья, у нас сегодня Илья будет выступать от Якутии, задал вопрос,
Илья, попрошу тебя задать вопросы, потому что мы хотим продумать про рынок Аэронет. Малая авиация и так далее, и вся тема, и у Ильи возникнут вопросы. Кто у нас эксперт по этой части? Скажите, пожалуйста. Это По Максим. рынку. Это Максим. Отлично, Максим. Тогда с упором к Максиму мы будем выступать и обращаться. Хорошо. Вопросы мы как Я вам... задаем, получается, в ходе выступления или в конце, когда все выступают? Да, абсолютно. В чате можно задавать, потому что свободный микрофон и так далее. В чате можно писать, включать камеру, потому что все это у нас разрешается. Живое общение. Да, вопрос. Я? Ну, вопрос такой, не то, что вопрос, да, вообще вот, да, мы знаем, что нейросеть проникает везде, да, от ботов там до программ, которые могут отслеживать практически все, что угодно, да, и все автоматизировать. И речь сейчас идет о чем? Об интерфейсе, да, разработки, либо об этих алгоритмах, которые требуются. То есть обучение у вас как происходит, чтобы было понятно не только мне, а всем, чтобы как сами здесь отработать, допустим. Это могут понять люди, там, не знаю, с нулевым знанием о программировании, допустим, да? Это же все-таки, скорее всего, какая-то нодовая система или это больше программирование или как? Конечно. Владимир, это вопрос был. Вопрос такой. Понял, это вопрос ко мне, да, понял. Смотрите, я просто думал, что это будет к Максиму вопрос. Слегка... Как бы, чтобы всем было понятно, это либо программирование, либо ноды. То есть это как у нас, алгоритмы или это интерфейс, который можно использовать и внедрять куда угодно? Знаете, есть два подхода. Во-первых, сейчас очень доступны стали нейросети. Вы знаете, есть слово демократизация нейросетей, но я бы инфляция. И доступны, и из них можно достаточно, ну, не то чтобы легко и просто, но достаточно несложно, то есть неподготовленный человек с уже готовой нейросетью за 4-6 месяцев, как программирование может научиться ими пользоваться и их обучать. Потому что слово программировать нейросети, то есть разрабатывать само математическое ядро, это сложная задача. А вот пользоваться уже готовыми общедоступными гораздо проще. Ну, вот, да, например, вот это решение конструктора, да, типа что-то типа конструктора, которые... Да, и у нас, по сути, есть инструменты сейчас, которые мы были бы готовы передавать региональным компаниям, чтобы те не занимались программированием. То есть как без программирования построить технологический бизнес. По сути, это об этом. Или как построить программирование вокруг вот этого блока. Ну, теперь, то есть, по сути, мы даем... людей понятнее объяснили, наверное. Да, то есть, это, грубо говоря, да, конструктор из нейросетей, который позволяет там, ну, не знаю, какие-то системы, да, допустим, либо... Да, совершенно верно. Построить бизнес, построить себе компанию, понимаете? Как бы MVP или no-code. Ну, код сейчас очень трендово, да, вообще, да. Да. Зачем тратить время и деньги на разработку то, что уже готово, есть отлажено? В то, в основе чего лежат методологии. Вот у Ольги гигантские решения в области анализа эмоций. Мы решаем выявление, условно говоря, мы решаем определение вот нашей встроенной в голове, ну, точнее, ей-типа. То есть, кто мы как человек и как нас правильно применить. Вот смотрите, да, вот мы как раз недавно открыли центр, да, здесь стали президентами IT-парка. Центр у нас называется современные навыки, то есть мы даем только короткие навыки, то есть простые, да, вещи. Он получает несколько этих навыков, он, конечно, может стать специалистом, но кому-то этого не надо. Мы больше ориентированы на предпринимателей в основном, да, и на студентов. И тут как раз у нас есть направление no-code, но мы заходим только через конструкторы общеизвестные такие, да, ну типа Mobilize, там, да, Tilda и так далее. То есть создаем некие платформы для продаж, ну помогаем предпринимателям, по крайней мере. И оттуда вот все идет. Но, конечно, хотелось бы более сложной системы, да, типа, чтобы был какой-нибудь конструктор, чтобы туда можно было встраивать практически все, что угодно. Но таких я пока не нашел. Вот. Супер, здесь нашли. Ну вот, Слава, немножко, я хотела попросить, чтобы ты сказал пару слов как раз, ну, ты сам сказал, представился, Слава у нас занимается как раз-таки конструктором программ, и потом далее мы все это транслируем по региону.
Рада, что ты присоединяешься активно к живой беседе. По ходу всех вот попрошу, да, вопросы задавать в чате, и если что, я вам передам слово, окей? Так, ну дальше вот возвращаемся к рынку, к интеграции рынков, да, и вопрос у нас следующий по Аэронет. Илья, я попрошу вас выступить и рассказать, какие у нас вопросы возникают касаемо развития малой авиации, потому что у нас по региону стоит немножко проблематика с логистикой, там, с сокращением времени и так далее. И давайте, Илья. Всем добрый день. Ну, в первую очередь речь пойдет о институте частной собственности, то есть о частной авиации, не о создании там каких-то авиакомпаний, которые задействуют малую авиацию. А в первую очередь хотел бы провести параллели между автотранспортом и частными самолетами, грубо говоря, да, то есть насколько это затронет жизнь каждого человека, насколько это послужит развитию региона Республики Саха в целом, и насколько это часть России. Там это примерно 12 лет назад уже было развито. Вот. На сегодняшний день в Якутии нет ни одного авиационного учебного центра, за исключением государственных. И летное училище у нас есть, которое филиал Санкт-Петербургской академии гражданской авиации. Вот. Ситуация какая? В плане бизнеса, исключительно бизнеса, это все начинается с того, что открывается частный авиационный учебный центр. Вот, на базе аэродрома, который находится в радиусе 80 километрах от Якутска. Вот. После этого устанавливается авторизованный центр по обслуживанию и реализации частной летной техники. То есть, если рассматривать непосредственно саму технику, на которую авиационный центр обучает людей, это могут быть гидропланы, это могут быть самолеты, которые работают только на аэродромах, это могут быть самолеты стол-класса, то есть которым не требуется аэродрома. Вот. Все, что угодно. На сегодняшний день малая авиация, она настолько разносторонняя, примерно сколько марок автомобилей, столько есть и самолетов. Вот. И если представить, что, допустим, у 25-30% населения республики будет свой собственный самолет, такой же, как автомобиль, грубо говоря, если параллели проводить, то это повлечет за собой мощнейшее развитие, в каком плане? Туризм, так как по всей республике начнут развиваться частные аэродромы, вот, это в первую очередь туризм. Раз и навсегда решится вопрос авиаразведки лесных пожаров. Вот. Какие-то частные, возможно, пассажирские перевозки, как такси летное. Вот. Да и вообще, в принципе, уровень жизни повысится в несколько раз. Вот. Единственной преградой за все эти годы это было наше законодательство, которое не позволяло людям, частным лицам проходить полноценную подготовку, получать пилотские свидетельства. Во всем остальном никаких проблем нет, потому что, и причем здесь не требуется никакой государственной поддержки глобальной, потому что это исключительно частный вопрос. Вот. И если населению не мешать, это будет развиваться все очень динамично. В общем-то, все, что я хотел по этому поводу сказать, если у кого-то есть какие-то вопросы. Вот. Я исключительно, лично я имею интерес непосредственно потребительский, потому что я сам парашютист. Вот, и я заинтересован в том, чтобы это все развивалось. И, разумеется, у самого есть желание обучиться и летать. И, год назад я занимался проектом по открытию частного летного центра. Поэтому имею представление о том, как это работает. Вопросы? Смотрите, а вопрос-то все-таки с чем связан ваш? Я почему скажу, потому что сейчас, пока вы говорили, Илья, у меня несколько вариантов именно интеграции Якутии как условно площадки по рынку Аэронет тестовой
в голове появилось, потому что я очень хорошо понимаю сейчас кухню взаимодействия с национальной технологической инициативой, отдельных регионах, что можно получить, какую поддержку можно получить и как это вообще можно организовать. Поэтому вот у меня вопрос, все-таки у Якутии-то и у вас в частности, какой запрос к НТИ есть, чтобы, может быть, более точно в него попасть, когда я буду объяснять, что можно было бы сделать? Ну, я думаю, на этот вопрос лучше Виктория более, так сказать, ответит. Какой запрос к НТИ? Да, давайте я отвечу. Да. На самом деле вообще история того, что Илья здесь сидит, это схоже с историей Владимира, когда он рассказывал про то, что в точке кипения попадают те люди, у которых есть миссия и светлые цели. И на самом деле про НТИ и про историю вообще возникновения всех каких-то предложений Илья немного не в курсе. Но при этом, если мы покажем траекторию, куда ему дальше двигаться, у Ильи есть цель и мечта. Давайте немножко расширим рамки и помечтаем, накасаем, потому что у нас же форум новаторства, можно обо всем помечтать. У нас сейчас этого рынка по региону нет. И если вы нам зададите тему, то мы будем активно его продвигать и поддерживать. И на самом деле, вот, собственно, за этим мы сюда и сидим, и пришли. Ага. Ну хорошо, давайте я немного тогда скажу коротко. Дело в том, что я как именно в среде инновационного предпринимательства и взаимодействия с государством в части поддержки инновационного предпринимательства уже 4 года как, поэтому очень на данный момент неплохо понимаю, как функционирует вся эта наша система, даже учитывая там последние изменения. Значит, прежде всего, что нужно понимать? У нас, если говорить про НТИ, национальную технологическую инициативу, то нужно очень четко разделять две сущности. Это, собственно, сообщество НТИ, сообщество национальной технологической инициативы, которое имеет, соответственно, каналы в Telegram для общения, Владимир, там, как я немного, как еще много, огромное количество людей, которых мы там увидели на форсайте, с которыми взаимодействовали. Но это сообщество. Само по себе сообщество НТИ – это именно предприниматели, которые друг с другом на этой площадке могут встретиться. То есть, когда у тебя есть в чате там условно 3,5-4 тысячи контактов таких же предпринимателей, как ты сам, по всей Российской Федерации и даже из-за границы, это дает очень серьезную возможность, и рассказать о себе, и самое главное, найти партнеров на проекты. То есть просто действует это все просто. Кидаешь сообщение в этот общий чат в Telegram, и сразу же 2, 3, 4 отклика с взаимным интересом получаешь всегда, если не больше. То есть это люди, которые действительно живут за идею. Теперь второй момент. И у нас существует в государстве платформа поддержки этого всего, в том числе финансовая. Это платформа НТИ уже как юридическое лицо, платформа национальной технологической инициативы. Сейчас пока платформа НТИ управляет российская венчурная компания РВК, соответственно, на платформу НТИ и на поддержку проектов, я, слушайте, точно не буду говорить, сколько там бюджет, но там многомиллиардный бюджет, там в пределах 10 выделен на финансирование именно проектов национальной технологической инициативы. Значит, у них в рамках платформы НТИ есть несколько программ и несколько условно фондов, которые по направлению финансируют проекты и оказывают им именно поддержку. То есть это что касается платформы НТИ. Значит, там можно получить, прежде всего, навскидку для начинающих проектов. Это, конечно, фонд Бортника, он существовал, это, получается, самая старая структура вообще в Российской Федерации, которая занимается поддержкой инновационных проектов. У них объемы финансирования по различным программам от 3 миллионов на год разработки до, там, условно, 20-30 миллионов.
Вот, то есть программ у них очень много, и у фонда Бортника у него очень четкая такая позиция, то есть они хотят взять проект самых ранних стадий, буквально с идеей, и провести через все формы финансирования, то есть, например, ну, условно, сначала умник, это для студентов и даже старших школьников, 500 тысяч на проработку идеи, создание первичного совсем продукта, потом дальше по всем программам. 3 варианта программы «Старт». Сначала «Старт-1» – это разработка прототипа, потом «Старт-2» – это запуск пилотного проекта где-то и поддержка пилотного проекта, чтобы доработать, потом развить бизнес-старт – это для того, чтобы запустить продажи. И дальше идут уже более дорогостоящие программы, там порядка 20 миллионов – это уже развитие, в том числе развитие НТИ. У фонда Бортника у них есть прямо отдельный индекс, все, значит, старт НТИ, развитие НТИ, которые направлены на финансирование проектов национальной технологической инициативы, вот тех вот компаний, которые включены в экосистему национальной технологической инициативы. Вот это начальный фонд, в котором можно получить поддержку. Взаимодействовать с ними очень легко, и у них на самом деле одно серьезное условие: каждый проект должен иметь серьезную научную составляющую. То есть там должна быть научная команда, которая будет именно делать такой, знаете, с хорошей научной базой продукт. Вот. Соответственно, это первый фонд. А дальше, когда получается начальный этап финансирования пройден, подключаются уже более серьезные фонды и более серьезные государственные структуры. В частности, та же самая платформа НТИ, и следующие конкурсы, там, где объемы финансирования, вот уже от российской венчурной компании, от платформы, как оператора платформы НТИ, да, там уже объемы финансирования, ну, от 150 миллионов и выше в различных формах. Значит, забыла еще сказать про форму. То есть если мы говорим о фонде Бортника, то это гранты. Что такое грант? Грант – это невозвратные деньги. То есть вы их получили, и вам нужно, по сути, в фонд Бортника только отчитаться тем, что вы создали продукт заявленный, который у вас был прописан в условиях договора, в техническом задании, полностью соответствующий условиям. Там получили свидетельства патентные в Роспатенте по итогу завершения работы по гранту. При этом фонд Бортника даже не предъявляет претензий каких-то на результаты интеллектуальной деятельности. Ему нужно просто сказать, отчитаться: ребята, у нас разработан на ваши деньги такой продукт. Вот. Когда речь идет о конкурсах уже от РВК в рамках платформы НТИ, там в большинстве случаев у них, конечно, предусмотрены гранты, и гранты предусмотрены там на большие уже суммы, но, так, по-честному скажу, очень неудобная система грантования у них, потому что заниматься продажами в этот момент ты не можешь. То есть ты, по сути, занимаешься разработкой, тебе дают деньги на разработку, а развитие в технологической сфере таково, что если ты сразу же не начинаешь коммерциализировать, то ты просто безмерно отстаешь уже от прогресса и очень быстро выпадаешь условно там из обоймы и из актуального состояния. Рынок, потому что технологически развивается катастрофически быстро. То есть это даже не экспоненциальный рост, а какой-то турбулентный рост сейчас, столько всего появляется. Поэтому в большинстве своем все, что идет от платформы НТИ по более серьезным программам, это деньги инвестиционные. Инвестиционные деньги подразумевают долевое участие в юридических лицах инвестиционных фондов. То есть они запрашивают долю и, естественно, предъявляют требования. То есть там уже будет жесткий контроль финансовых показателей, жесткий контроль развития и, более серьезное взаимодействие уже инвестиционного плана. Именно вот здесь нужно очень понимать хорошо, что гранты – это гранты, инвестиции – это инвестиции. Да. Ольга, спасибо большое, да, по грантам и так далее. Но смотрите, у нас возникнет от Ильи вопрос: можем ли мы вообще замахнуться на этот рынок? Стоит целесообразно ли развивать вообще историю про то, что, да, потому что заручиться финансовой поддержкой – это одно, но на уровне как раз-таки законодательном мы имеем ли право вообще говорить про это? Вот теперь как раз до этого мы дошли. Значит, смотрите, сейчас принят закон об особых регуляторных зонах.
То есть вам нужно посмотреть, я не юрист, не специалист, да, справку по этому закону подробную юридическую не смогу дать, но общий смысл скажу, потому что это очень важно для всех технологических проектов и понимаю, о чем это. Значит, что такое особая регуляторная зона? Это получается такой, скажем, тестовый законодательный режим, облегченный для внедрения проектов определенной тематики на определенной территории. Значит, что здесь может быть? И опять же про системы финансирования, там пока без грантов, безо всего, да, федерация не только через НТИ финансирует, через платформу НТИ. У нас есть Российский фонд прямых инвестиций, у нас есть целевой фонд, который прямо именно проекты, связанные с программированием финансируют. У нас есть еще ряд государственных фондов, которые могут предоставлять не только инвестиции, но и субсидировать какие-то вещи. Субсидии – это вообще как бы третий вариант поддержки, но когда речь идет о создании особой регуляторной зоны, вот здесь как раз Якутия как регион может выйти с большим хорошим проектом, что мы хотим здесь создать особую регуляторную зону, тестовую площадку по рынку Аэронет для тестирования и проверки работы, функционирования вот такой системы, например, беспилотных перевозок, например, как вариант, да, или системы там разработки и внедрения режимов там использования коммерческого частного маломоторной авиации, предположим, да, и таким образом получить, если проект будет поддержан с одной стороны вашим региональным правительством, с другой стороны он будет иметь технологическую мощную составляющую. Я точно знаю, что на беспилотные сейчас перевозки и вот на эти все вещи очень активно выделяется финансирование. Это один из технологических барьеров, которые прямо федерация хотела бы преодолеть. Это серьезно, у вас здесь есть потенциал, потому что территория подходящая. Вот. И, соответственно, представив этот проект, выйдя с таким предложением, вы, во-первых, можете получить субсидию на край и реализовать у себя вот эту вот тестовую именно площадку в регионе. И вот там уже объемы финансирования, ну, там действительно серьезные, то есть там не 100 и не 200 миллионов, да, софинансирование федеральное, там можно получить прямо для того, чтобы создать и сеть там центров обучения, и сеть, возможно, каких-то опытно-эксплуатационных научных таких, как они называются, ну, НИИ раньше назывались, там, где будут испытывать какие-то различные технологии, да, и в целом объединить, создать систему логистики, логистической связки между различными вот этими компонентами построить. То есть вот это, ну, пока Илья рассказывал, мне именно эта идея пришла, и вы можете, если хорошо этот проект оформите, при этом получите, например, свяжетесь с группой рынка НТИ Аэронет, то есть контакты, если надо, мы можем дать, кто у нас там лидер группы, у нас с ними связки есть, выйдете и с ними договоритесь об этом, то это вполне реально, это превращается уже в серьезный такой хороший проект, интересный, который может очень сильно развить именно рынок Аэронет. И здесь речь не идет о том, есть ли смысл или нет смысла. Если у вашего региона есть на это запрос, значит, нужно искать способы и средства за государственные частично деньги, сделать эту логистическую структуру, сделать вот эту вот сеть, необходимую вашему региону. И при этом, ну, не все за счет Якутии сделать, да, как региона, получить федеральное финансирование и плюс еще ко всему привлечь очень классные инновационные компании, которые к вам придут как на тестовую площадку, потому что, ну, в нашем регионе, например, не очень удобно этим заниматься, да, в силу географических там особенностей и так далее. В Москве там вообще таких в Московской области пространств и просторов нет, где можно безопасно использовать и пытаться как-то оттестировать беспилотные перевозки. А у вас условия организации этому полностью способствуют, и даже как бы, ну, условно, сам Бог велел. То же самое, я уверена, вы найдете, если посмотрите другие рынки, там, например, тот же самый Технет. Сейчас очень серьезно вкладываются в различные энергосистемы. Это больше рынок именно Технет. Соответственно, опять же, где еще лучше найти регион для тестирования всяческих возможных, я не знаю, новых средств извлечения энергии из ветра, из света, там еще откуда-то. То есть
ну, из физических факторов. Потому что я вот, например, знаю, у нас есть в Пермском крае проект, они делают портативные ветрогенераторы. Очень как бы сам по себе классный проект, то есть у них там все придумано, этот генератор небольшой, доступен физически семье, его, значит, он имеет шасси легкое, то есть его условно к машине прикрепил, уехал куда надо, поставил, ветер дует, он работает, производит энергию, вот как бы из ничего. Но это как пример, то есть это еще один рынок, учитывая особенности, допустим, ваших компаний, которые есть в Якутии, который тоже может быть вам интересен в части создания вот такой вот тестовой площадки. И вот вам, пожалуйста, взаимодействие прямое с национальной технологической инициативой. То есть что вы здесь можете? От платформы НТИ вы можете получить поддержку финансовую и организационную, от сообщества предпринимателей вы можете создать тот костяк действительно болеющих, способных сделать что-то стоящее людей, которые помогут своими силами, своими мозгами и своими технологиями вашим предпринимателям, которые у вас уже есть. Самое главное, конечно, чтобы это реализовалось, чтобы у вас еще в республике свой вот такой костяк, такая могучая кучка предпринимателей именно создалась, которые, ну, не рассчитывают на то, что они сейчас денег заработают и поедут куда-нибудь, я не знаю, на Гоа жить, да, под пальмой, а что они здесь будут, в этом регионе работать, и поэтому хотят сделать его лучше. Вот вам и все условия, и я уверена, что это, ну, для меня так это абсолютно реально, но нужно просто собраться и сделать. Ага, да, и мы как раз вот как точка кипения ищем тех людей, которые горят этой идеей, но при этом им там чего-то не хватает, да, надо их поддержать. И форум, собственно, площадки для этого. Ольга, спасибо, прямо вы нас воодушевили, и мы будем двигаться в этом направлении. К сожалению, Илья нас покинул, но я ему обязательно передам. И, пользуясь моментом, вот, Вера, давайте двигаться вместе в этом направлении, думать и проектировать все это. В принципе, нет ничего невозможного. Да, Хорошо. очень интересно, да, вот в принципе, по Вопросы можно, да? НТИ, да, но у меня тоже вопрос. Я, например, просто не очень давно в этой теме, скажем так, да, и не совсем понимаю, как, в принципе, формируются рынки, да, из чего они состоят, вот эта вот экосистема НТИ, да, и хотел бы задать, как бы, вопрос коллегам, которые, я так понимаю, вот Ольга, например, да, она больше меня разбирается в этой теме, из чего состоит, в принципе, рынок, вот эти вот рынки, да, национальной технологической инициативы, да, тут же входит как бы несколько систем, да, например, тот же проектный офис РБК, да, рабочие группы, фонды различные. Можно ли сказать, что, допустим, фонд развития инноваций, да, тоже уже является неотъемлемой частью инфраструктуры, вот НТИ, или нужно там заводить какое-то отдельное, проводить какую-то отдельную работу по его включению в этот рынок? Это хороший вопрос, действительно, понимаю вас прекрасно. Очень сложно разобраться, по сути, в этой кухне, да, то есть то, что я сегодня говорила, это то, что я, например, сама поняла, как это делается. То есть вообще вся система сейчас НТИ, она строится каким образом? Чтобы условно государство в лице федерального правительства, краевого правительства и муниципального правительства, да, поймали в регионе стоящий проект «Звездочку» и не упустили его в государственной системе, на каждом этапе оказали ему поддержку для того, чтобы этот бизнес вышел в конечном итоге на экспорт. То есть НТИ, по большому счету, преследует своей целью создать экспортно значимые продукты. Ну, понятно, что мы с вами понимаем, что от прототипа до экспортного продукта это такой серьезный срок проходит, и серьезная работа должна быть проведена. Значит, теперь, что касается того, как организованы рынки. По сути, так, чтобы вы понимали, что такое рынок? Рынок – это не какая-то государственная структура, а это прежде всего объединение предпринимателей, которые создают продукты, относящиеся к этому рынку. То есть, если мы берем нейронет, то это малые, средние и уже крупные появившиеся компании в Российской Федерации, которые занимаются разработкой технологий на основе искусственного интеллекта, нейросетей. И сейчас вот после Форсайта 2.0 туда присоединяются нейротехнологии как таковые, то есть моделирующие различные нейропроцессы. Вот. Но прежде всего рынок – это именно сообщество, то есть это люди, которые знают,
кто чем занимается, где занимается, как успешно занимается в области этого рынка, и понимают, где какую экспертизу можно получить. Потом уже туда присоединяются государственные, имеется в виду, некая государственная поддержка, то есть пишется государственный документ, и это сейчас дорожная карта рынка, в которой прописывается некий такой концепт, как условно там, руководство страны, сообщество предпринимателей, которые уже добились успеха на этом рынке, видят дальнейшее развитие технологий, продуктов в области этого рынка в перспективе, ну, на данный момент до 1935 года. Вот это дорожная карта. Но мы должны понимать, что дорожная карта, ну, это очень такой, знаете, концептуальный документ, в котором, конечно, все нюансы развития прописать невозможно. Но, по сути, дорожные карты создаются для чего? Для того, чтобы было некое общее видение, куда пойдет этот рынок. В перспективе там 30, ну, предстоящих там условно 15 лет, да, на данный момент, там, с 20 до там 35. Вот. Спасибо, Ольга. Это дорожная карта. Возникла идея специально сделать некую всеобуть, чтобы у нас образовалось у всех видение того, куда нам двигаться и как формируются рынки в целом. Мы обязательно запрос отправим. Давайте послушаем всех наших гостей. Максим, Полина, да, Владимир. Максим, мы хотим вас послушать. Дайте нам, пожалуйста, тоже немножко информации, куда, чего, как, каким образом, что нам делать. Так, я здесь. Ну, смотрите, Ольга очень хорошо все разложила на самом деле. И действительно, вот я по своей теме скажу, по автономной логистике, по беспилотникам, это то, что у нас в рынке Аэронет и Аэронет, соответственно. На самом деле, да, это очень большое развитие сейчас получает. Это вообще мировой тренд. Допустим, по беспилотникам, только по самим аппаратам, там, к 2024 году прогнозируется объем рынка мирового порядка там, 43 миллиардов долларов. И все это прекрасно понимают, и сейчас очень большие усилия и инвестиции в это направление идут. То, что касается вашего региона, как он может присоединиться к проектам рынка Аэронет, здесь действительно вам в первую очередь имеет смысл подключаться к сообществу в Телеграме, допустим, вот в Slack, действительно, так точно, как Ольга и сказала, и запрашивать какие-то свои предложения туда вносить по проектам, и на самом деле вы получите отклики. К примеру, прямо от нас я могу сразу же сказать, что мы с удовольствием бы пообщались с вами на предмет реализации проектов по беспилотной логистике. У вас действительно очень большой обширный регион, и вот эти проекты, они даже и в нас проекты укладываются. Вот освоение труднодоступных районов, комплексные планы модернизации, расширения магистральной инфраструктуры и так далее. Это все вот туда вот. Действительно можно все это делать. У нас разрабатываются дронопорты, так называемые. Кстати, на форсайте НТИ направление наземной инфраструктуры для беспилотников было признано одним из ключевых сегментов, и он, в принципе, уже прописан даже в дорожной карте, в актуализированной. Вот. И в этом направлении очень большие и перспективные проекты сейчас прорабатываются. И кроме того, допустим, то, что касается авиации общего назначения, вот как вот Илья упомянул, тоже можно все это увязывать. У нас есть Уральский завод гражданской авиации, который выпускает и небольшие самолеты, и в то же время в направлении беспилотной логистики тоже разрабатывает различные проекты. Сейчас в Екатеринбурге, ну, в нашей области обкатываются вот эти все тестовые полеты. Беспилотники же есть различного типа, и у них как раз вот самолетного это то, что для вашего региона самое то, потому что в связи с большими расстояниями вам нужно ставку делать именно вот на беспилотники такого типа. Вот, соответственно, мы можем от себя вам направить там различную информацию по тем проектам, которые у нас в работе, и предлагаем как-то подробнее пообщаться, посмотрите, совместно пообсуждаем все это, и действительно вот было бы очень неплохо выходить на запросы поддержки от
правительства. Вот почему, в принципе, вот это вот все сейчас происходит, вот эта перезагрузка НТИ 2.0 случившаяся и так далее. Действительно, НТИ 1, он не полностью, ну, условно скажем так, инвентаризировал все технологические компании, все стартапы и всех разработчиков, которые есть по стране. Даже были показательные такие, допустим, примеры. Вот был вроде как бы всероссийский конкурс «Одиссея», там по решению для поиска и спасания потерявшихся людей. Но в этом конкурсе участвовали в основном представители Москвы, Ленинграда, ну вот как-то вот так вот. А в связи с тем, что не было вот такого организованного сообщества, которое сейчас как раз НТИ сформировало, очень многие просто даже не дошли до вот этого конкурса. И НТИ сейчас делает очень всех различных регионах с какими-то проектами стараются. И сейчас как раз вот действительно дает все возможности вот это вот сделать и на самом деле уже найти друг друга, стыковаться. Кратко, наверное, вот повторюсь, что да, мы с удовольствием с вами будем сотрудничать. Чем сможем, от себя поможем, с кем получится и с кем нужно будет, мы постараемся вас тоже свести, познакомить. Давайте сотрудничать. Спасибо. Если есть какие-то вопросы или комментарии, в силу своих компетенций, конечно же, могу постараться ответить. Я предлагаю вот в чате, да, действительно, можно создать общий чат, где бы мы непосредственно без там лишних лестничек сразу бы могли задавать напрямую вопрос, да, призывать там, может быть, какие-то созвоны делать, да, и действительно мы будем вместе работать, двигаться. Если что, все контакты у меня есть, я обязательно передам. Так, самый красивый... Можно я еще про один рынок расскажу? Пожалуйста, да? В общем, вот все говорят только про разработку, про науку, да, можно же, ну, мы всегда подводим к нему детей. Вот, допустим, многие дети хотят создавать свои коптеры и соревноваться на них. Либо где-то внутри города, либо за городом получается. Но, как мы знаем, нам закон запрещает. Он относится к, как там называется, к малой авиации, да, вот эти вот, как-то их туда включили или куда они их включили, что, ну, запрещает просто-напросто там. Всегда требуется разрешение. То есть мы ранее тоже занимались как бы робототехникой с друзьями, да, но это было давно, как хобби, да. Таких сложностей, конечно, не было, но сейчас появилось много курсов, где дети учатся вот прототипированию. От роботов там, да, до коптеров. У нас здесь в Якутске такие кружки, слава богу, есть, но нет площадок для их, ну, как скажем, они такие маленькие, либо, ну, может, есть какая-то программа, которая поддерживает организацию мероприятий, там, не знаю, обеспечивать там дополнительно расходниками там или чем-нибудь, да, чтобы это было как-то более масштабно. Не так, чтобы там собрались там 2-3 человека, да, а собралось как можно больше, допустим, 50 участников, да, и провели соревнования на коптерах, которые сами не разработали, допустим. Ну, начинать вот с таких низов. Это тоже, по идее, рынок, и там есть рынок, допустим, вот стрима, да, на вот такие вот соревнования стримятся и на этом зарабатывают вот эти вот как раз, мы их условно пока назовем продюсеры, да, ну, продакшн такое делают вот этих эфиров и зарабатывают довольно хорошо. Допустим, мы такие соревнования можем проводить зимой, испытывая какие-нибудь 3D-принтеры на прочность их пластиков, допустим, либо какие-нибудь платы там и так далее. Ну, идей же много в этом плане, но нет массовости. Люди по одному там что-то пытаются, но нужна массовость, чтобы это стало трендом. Всегда же так. Позвольте прокомментирую. Да. Смотрите, я не упомянул, на самом деле мы работаем уже давно и на данный момент являемся единственными в России сертифицированными производителями оборудования для трасс дронов, как раз для проведения соревнований и для обучения. У нас есть и свои учебные комплекты дронов, которые дети собирают, есть и учебные программы, и организовывали соревнования мы тоже неоднократно. Так что по этому поводу с удовольствием готовы с вами точно так же пообщаться и свое оборудование, трассы предоставить, комплекты учебных дронов. И кроме того, насчет соревнований могу сказать, что совсем
недавно мы заявили о старте нового типа соревнований. Мы его назвали сейчас Технолига. Это соревнования дронов, в которых участвуют одновременно не только летающие аппараты, но и наземные. И это такие экстремальная робототехника. У них есть у двух команд, которые на полигоне соревнуются, есть задачи определенные, которые они реализовывают. И одновременно на вот этом полигоне участвуют и наземные машины, и беспилотники. И задачи вот эти все, они такого тактического характера, то есть там очень азартное на самом деле мероприятие. Я могу прислать вам ссылки, посмотрите, как это выглядело. Вот. Так что буду благодарен вообще, да, у нас. Да, можно я тоже прокомментирую от своего имени, как держатель штаба кружкового движения НТИ, да, по Якутии, скажу вам, то, что у нас по линии Министерства образования очень поддерживается как раз развитие кадров и талантов, да, и есть такие в школах точки роста, так называемые, где закупается оборудование. Как раз если, Вячеслав, вы возьмете на себя инициирование вот этих соревнований, мы всячески вас поддержим. То есть возьмите вот этот рынок и делайте, продвигайте, делайте соревнования. Думаю, Максим будет с удовольствием нашим консультантом. Это все надо делать на самом деле. И коптеры, и беспилотники, в принципе, можно достать, потому что у нас уже это все закупается. Давайте делать, давайте двигаться, и, в принципе, это все на самом деле возможно, только надо как-то взять инициативу. Да, и давайте, начать уже. конечно, мы действительно очень много какой информации можем поделиться и опытом своим работы и с детьми, и с старшим возрастом. И все без проблем готовы передать. Хорошо. Я вот скажу, да, в заключение, очень круто, что такое есть. Конечно, не всегда получается отслеживать, что происходит здесь. Вообще рад. Мы планируем соревнования, вот к ним постепенно переходить. Мы сейчас будем проводить соревнования по дизайну, по блогингу, и постепенно дойдем до робототехники. То есть мы как бы частная организация, у нас как бы... Ничего страшного, рынки так и строятся, когда бизнес привлекается... Сейчас рассчитаем, да, у нас есть в планах, но вот дату мы не поставили, это, скорее всего, будет через год, либо через 2, когда мы дойдем до робототехники. Потому что там очень много операционных работ, если сравнивать, допустим, по соревнованиям по дизайну, там поменьше, допустим, операционных работ. Но это наше хобби, это наша слабость. С друзьями мы любим как бы мастерить не только роботов, но и мебель. И вот мы болеем за это. Но это перейдем не сейчас, а через год. Ага. Так вот, где-то. Я хочу передать слово Полине, держатель самого прекрасного, красивого рынка, фэшн, креатив, красота. Расскажите, пожалуйста, про свой рынок и поделитесь, куда нам двигаться и что нам тут делать для того, чтобы у нас тоже рынок... У нас на самом деле есть, но и так вы знаете то, что Якутия – это регион, который сам по себе очень красивый, да? Расскажите вот в частности в связке с Якутией, что нам делать и куда нам двигаться. Да, спасибо большое. Да, я еще раз скажу, что мы рынок ВРНет, это такой новый рынок гибридной модной индустрии. У нас огромное количество сейчас уже реализованных программ с регионами. Мы работаем с 15 регионами. Я сейчас быстро расскажу, какие проекты мы реализовываем. И мне кажется, что в каких-то из них мы можем как раз вместе посотрудничать. У нас, конечно, очень много программ, они направлены на молодое поколение, на молодых предпринимателей, потому что у Gen Z, естественно, основной язык коммуникации с миром – это мода. Мы, в первую очередь, у нас самый главный проект – это гастроли, он уже реализован в 15 регионах. Он проходит в 3 этапа. Первый – это аналитика региона, мы связываемся с комьюнити, с центрами предпринимательства, спрашиваем, какие у них есть боли и проблемы. Дальше мы собираем экспертную группу, которая приезжает в регион. Соответственно, мы проводим такие образовательные курсы, такие небольшие акселерации и так далее. После, это все обычно проходит вместе с «Мой бизнес» под их эгидой. После мы составляем карту развития региона. Здесь как бы такой большой момент, что не существует вообще аналитики модной индустрии по регионам, и мы, грубо говоря, благодаря такому проекту мы ее проводим. Например, вот сейчас мы были в Дагестане в точке кипения, мы там проводили круглый стол вместе с бизнесами модной индустрии Дагестана, с Министерством культуры, и сейчас вот мы вместе с Национальным музеем Дагестана разрабатываем проект, то, что там 40
национальностей. Мне кажется, вот как раз это ваша близкая история, культурный код сильный, который нужно развивать. Мы сейчас разрабатываем проект 40 нарядов разных народов Дагестана, мы оцифровываем с помощью программы 3D-конструирования, мы сделаем так, что лекала станут доступными каждому человеку со всего мира. То есть здесь мы применяем новые технологии для реализации развития культурного кода региона. Кроме того, мы вот сейчас, кстати, в Пермском крае будем участвовать в их форуме от ТПП, будем тоже обсуждать, какие есть возможности развития в Пермском крае. Дальше мы разрабатываем сейчас вот такой большой фестиваль, называется Locals. Он уже запланирован в 20 регионах России. Первый будет в Калининграде в июне. Это такой фестиваль модных проектов, который именно работает с локальной идентичностью, что тоже, мне кажется, может быть вам очень интересно. Еще мы сейчас занимаемся акселерацией фабрик и брендов. Уже сейчас работаем с Ульяновском и с Иваново. Например, у нас в Иваново 6 тысяч производств. И просто сейчас основная проблема, что эти производства, они работают либо на государство, у них B2G, у них государственные заказы, либо с Wildberries. У нас производства не умеют работать с созданием бренда, грубо говоря. Потом еще мы сейчас в Петербурге разрабатываем проект экологического кластера, делаем мы его вместе с петербургским кластером чистых технологий, потому что для моды эти технологии переработки очень важны. Этичная мода, она будет затмевать рынок традиционной моды. Мы сейчас видим, как важна экология, как важна перерабатываемость, как, в принципе, мы сейчас будем приобретать вещи, которые будут более этичны. Ну, еще проект, который мы хотим тоже на все регионы развить, и сейчас уже начали работать с Петербургской университетской точкой кипения Промтехдизайн, это центр новых технологий в моде, потому что основная проблема сейчас в модной индустрии, то, что модная индустрия не знает, что технологии могут решать их боли и проблемы, IT-компании, они в основном не воспринимают рынок моды как потенциальный рынок, и вот все стартапы и компании, которые существуют сейчас, они все уезжают за рубеж, и, в общем, надо это срочно останавливать и создавать такой, как бы, акселератор, во-первых, IT-стартапов, которые будут понимать, какие есть проблемы модной индустрии, и работать прямо на них, и чтобы модная индустрия, она понимала, что у них есть куда обратиться, кто им может помочь в реализации там, их каких-то проектов или по решению их проблем. Также такой центр, который будет в Промтехдизайне, он будет еще содержать технологический хаб, потому что самая большая проблема в университетах, кто вот сейчас обучает новым компетенциям в области там ВРНет, да, сейчас мы будем над этим работать, нет технологий, чтобы их протестировать, нет технологий, чтобы хотя бы на них посмотреть, да, именно вот такого хаба, где его можно было попробовать и создавать эти проекты. Вот сейчас вот в Промтехдизайне поставим все гаджеты, да, чтобы можно было создавать проекты в области фэшн-тека, потому что фэшн-тек в России у нас очень не развит, и наша задача как ВРНет сейчас в первую очередь это создать ту плодотворную почву для создания таких проектов, которые мы сможем дальше выдвигать на успех вообще в рамках страны. Вот, это, в принципе, все такие основные проекты. Мне кажется, что с вами, вот как мне кажется, можно реализовывать такие, как гастроли, как развитие локальной идентичности, культурного кода и, наверное, технологий. Спасибо, это было очень круто. Я попрошу Розу Байшеву, разработчика платформы Skillometer. Роза, вы с нами? Она общается по телефону, видимо, не слышит, да? Компания Роза в Якутии разработала приложение Skillometer. Розалия. Ладно. Суть в том, чтобы идеи, предложения, в том, чтобы вот все эти идеи, проекты не только регионального уровня, да, но и российские надо возносить, чтобы у всех был доступ. Где сидит тот человек, как к нему выйти. И в принципе, если мы все это запакуем в одно оборудование, это будет очень удобно на самом деле, да. И давайте подумаем на предмет того, чтобы расширить те кружки, которые на данный момент есть в платформе, еще и идеями упакованными, да, чтобы не только там дети, но и детско-взрослые проектировщики вовлекались во все это действие, потому что у нас сейчас остро стоит вопрос вообще выработать траекторию, когда у нас, грубо говоря, начиная от дошколят, заканчивая взрослым населением, будут все работать над одними проектами. И с этой точки зрения, мне кажется, это нормально. Роза нас не слышит. Ладно. Передам слово для того, чтобы немножко поделился Владимиру опять, да, чтобы было видение, где нам
все это, в общем, как-то резюмировать и начать что-то делать. Владимир, вам слово. Спасибо большое за слово. Жалко, что мы не послушали Розалию. Да. Я сейчас позвоню Розалии, скажу, чтобы она подняла телефон. Вы ей позвоните там, вы там ей скажите, чтобы знала, что город, что вы бдите. Ну, вы знаете, я скажу, наверное, такую часть, что настало, наверное, время, когда нужно собирать людей. Вот большое спасибо Ольге за чудесный рассказ и нашим коллегам, и Максиму, и Полине про нейронеты, про их рынки. Это очень крутые и очень интересные истории. Но я хотел бы рассказать, наверное, все-таки про Якутию, как про то, что сейчас очень много различных разных трактовок, что же такое новая нефть. Это данные, кто-то говорит, что это там дофамин. Но для меня главная нефть, и вообще главная ценность – это люди. И поэтому я сам и интересуюсь людьми, и сам люблю в целом людей, правда, чаще издали люблю. Вот. И вы знаете, возможность присоединиться к платформе НТИ – это возможность показать огромную россыпь технологий, которые сейчас есть, которые сейчас существуют для тех молодых предпринимателей, для тех молодых идейных студентов, школьников, которые хотят чего-то нового, хотят чего-то такого, чего еще не было. Вы знаете, это гигантская возможность создать площадку, на которую люди обопрутся. Все мы, все мы стоим на плечах гигантов. Все наши наработки, моих коллег, они не висят в воздухе, они базируются на том, что было сделано до нас. И мы тоже станем такой опорой для тех, кто придет после нас. И я считаю, что воспользоваться нашими технологиями, взять вот эту россыпь разных инструментов и показать ее вашим коллегам, показать тем молодым, активным, а может быть и не молодым, активным людям, которые хотят что-то реализовывать в своем регионе и из него уже расти, из него там создавать. Мы знаем, что такая компания такси InDriver, есть такой. Да. Он откуда вырос, вы помните, да ведь? Это студенты ВКонтакте просто группу сделали, ну и, собственно, это была идея, а потом уже вот в мощную такую корпорацию выросла. Да, это огромная международная корпорация выросла из маленькой группы ВКонтакте. И вот именно об этом речь. О том, что сегодня мы все предлагаем практически, знаете, это то, что было раньше недоступно. Гигантскую такую, знаете ли, мозаику совершенно разных вещей, на все вкусы и интересы. Когда каждому заинтересованному человеку в Якутии найдется то, за что бы он мог ухватиться, то, что было бы каким-то центром его реализации. И именно на коллаборации, на соединении, на синергии будут строиться огромные успешные вещи. Ну, вы сами все это знаете. И вот и история про InDriver, многомиллиардную в долларах компанию, которая начиналась с простого маленькой группежки во ВКонтакте, это шикарная история, которая является, я считаю, таким драйвером для роста. И я бы хотел передать вам, наверное, я человек позитивно мыслящий, как бы меня за это периодически не ругали. Я считаю, что надо верить в людей, надо верить в регион, и надо смотреть не в сторону, условно говоря, какого-то там суперцентра, а надо смотреть на своих коллег, на своих друзей, на тех, кто рядом, предлагать им помощь, которую мы вам можем передать и поделиться. И центр для вас стал, по сути, не просто как бы центром, а таким как бы ящиком и складом технологий, знаний, людей, экспертов, откуда вы можете вытащить нужных к вам и притащить себе и куда-то их привинтить, приделать, что-то с ними делать совместно, что-то из этого использовать. И для этого, в общем, и платформа НТИ дает сейчас для этого все возможности. Это крутая возможность впервые в жизни пообщаться с любым регионом, никуда не выезжая, не тратя на это сверхусилия. И ни нам, ни вам. Это очень круто. Вот, наверное, вот такая вот, я не буду рассказывать про какие-то такие процедуры, а вот расскажу, наверное, о чем-то таком, что меня вдохновляет. Да-да-да. Это... Спасибо большое.
Ага. Роза, у нас зародилась идея тут прямо в круглом столе в километр вознести все эти проекты, которые были бы доступны нашим детишкам, потому что все по региону пользуются вашим приложением. Давайте пару слов скажите нам, пожалуйста, предметно касаемо вашего приложения и куда нам двигаться. Роза Баишева, разработчик, один из разработчиков, семейная чита Баишев, километр. Здравствуйте, меня зовут Роза Баишева, я представляю проект «Километр». Это мобильное... Чуть-чуть погромче надо, Роза, не слышно. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Просто нет параллельное выступление идет, я поэтому не уверена. Хорошо. Меня зовут Роза Баишева, мы сейчас разрабатываем платформу «Километр». Мы ее сейчас выводим на новые рынки. Это мобильное приложение и мобильная платформа, и онлайн-платформа. Извините, видно, чтобы не пересекать трансляцию Сергея. Он сейчас выступает на форуме новаторства. Как сказала Виктория, мы семейная чита, соответственно, мы все делаем одновременно. Итак, наше приложение объединяет в себе несколько уровней взаимодействия, да, между родителями, детьми, школьниками и, самое главное, нашими кружками, центрами образовательными, чтобы они могли найти друг друга через километр, взаимодействовать, и по итогам этих взаимодействий у детей собирается цифровой след. Также мы работаем сейчас со взрослыми. Этот цифровой след собирается в цифровое портфолио того, кто скачал приложение. И оно сохраняется за ним, даже если он приложение удалил, он все равно может его снова скачать, и оно станет на свое место, поскольку оно привязано к его номеру телефона. У нас есть афиша, она позволяет проводить крупные мероприятия и фестивали. Например, 11-12 декабря на нашей площадке будет проходить фестиваль «Наука 0+.» И в последующем мастер-классы, которые будут на этой площадке, они останутся в истории нашего приложения, и можно будет их посмотреть, и это будет гораздо удобнее, чем искать эти мероприятия на YouTube. Потому что YouTube – это очень такой бешеный информационный поток, который тебя грузит рекламой, добавляет тебе дополнительные какие-то информации, которая тебе не нужна. А с помощью Километра можно эти потоки организовать, разложить их по полочкам, и ваше мероприятие онлайн станет очень интересным, станет полезным, станет реально информативным. И в последующем, когда следующие пользователи скачают, они смогут посмотреть предыдущие проекты, которые были загружены через тот фестиваль, и обновить свои знания, сделать свой проект еще лучше, сделать его более качественным. У нас 7 направлений, и поэтому мы работаем с различными фестивалями, направлениями. Прежде всего, нас интересуют научные фестивали. Вот то, что вы говорите, Виктория, это очень нам откликается, это правильно, это то, что нужно. Вот. Ну, и, конечно, цифровое портфолио – это тоже отдельная тема, там можно собирать навыки, и теперь у нас еще есть нейросетка, с помощью которой считываются эти навыки и выбирается подходящая профессия. И сейчас мы ищем качественные онлайн-школы, которые будут работать с нами и предоставлять услуги на Километр для учеников. Ищем, отбираем и масштабируем. Готовим к масштабированию. И как раз с этим был связан наш вопрос, когда мы предложили не только в рамках нашего региона, да, в целом сделать сеть, когда каждому был бы доступ к тем экспертам, да, чтобы напрямую можно было бы выходить. И как раз вот давайте думать в этом направлении, потому что мы сегодня, конечно, все это не придумаем, но в целом, мне кажется, это нормальная логика, когда Километр немножко расширяется вне региона и начинает там уже масштабированно с платформой НТИ как-то совмещенно работать. Ну, я хочу еще, пока у нас 10 минут осталось, предоставить пару слов держателям. Вот как раз-таки в штабе есть агронаправление. Диана, Николай, это как раз люди, которые без базовых вещей на самом деле мы рынки не построим. И это люди, которые работают в агрошколах, да, выращивают свежие овощи зимой, потому что регион у нас, Якутия, такой холодный, и когда как раз-таки здесь можно выстроить логику
трансформировать, переформатировать. И давайте немножко информации о том, чем вы занимаетесь внутри вашей школы. Добрый вечер, добрый день. Рада была принять сегодняшнее мероприятие. Очень много полезного и интересного узнали. Ну, наша школа, мы находимся в селе Хатасы, это пригород города Якутска. Меня хорошо слышно, да? Ага. И мы с 2016 года начали работать именно в направлении агронаправления, да. Мы стали агропрофилированной школой. И вот в 2019 году у нас на базе нашей школы появилось структурное подразделение как федеральная сеть научно-учебных лабораторий «Агрокуб». Может, кто-то слышал, в 7 регионах нашей страны открыты такие научно-учебные лаборатории для детей. И мы тут начинаем заниматься биотехнологией. Параллельно все, что дети делают, создают именно в лабораторных условиях продукцию, мы учим их продавать. Ну, предпринимательскую деятельность в основном им даем. И вот как раз-таки у меня тут сейчас ребята сидят, мы готовимся к Олимпиаде по предпринимательству в Республике Саха-Якутия во второй этап. Вот дети команды у нас сидят, работают. Вот, что еще рассказать? Ну, у нас в основном сейчас дети занимаются, создают свою гидропонную установку, выращивают в них различную там зелень, растения, микрозелень, да, потому что у нас, к сожалению, как бы мы в таком регионе живем, где вот у нас есть потребность действительно в этих зеленой массе, так скажем, да, чтобы пропагандировать правильное питание, пропагандировать экологически чистые продукции. И параллельно еще также именно мы хотим, наверное, чтобы наше учреждение было такой платформой именно понятия современного сельского хозяйства. Чтобы ребята не понимали, что сельское хозяйство – это только труд именно, допустим, в хотоне, да, ну, как бы у нас в основном животноводческое же развито в республике. Ну и чтобы мы тоже развивали развитие сети фермерства именно в условиях Крайнего Севера. Ну, вкратце как-то так. Спасибо. Отлично. Так, у нас буквально несколько минут остается. Сейчас время для рефлексии, обратной связи, свободного микрофона. Я предоставляю слово всем для того, чтобы каждый высказал обратную связь и немножко пожелания всем нашим участникам круглого стола. Так. Если позволите, давайте я скажу. Да, Максим. Виктория, благодарю за приглашение. Очень рад был поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Я очень надеюсь, что у нас получится с вами сработать по различным направлениям и проектам. И приглашаю всех других тоже к сотрудничеству. Всего вам хорошего. Спасибо большое. Так, Владимир. Ну, хочу сказать большое спасибо за приглашение, за прекрасную возможность познакомиться с Якутией. Несколько раз пытался туда приехать на разные мероприятия, ни разу не получилось, так хотя бы так. Это же прекрасно. Вот. И очень рад видеть активную жизнь по построению новых рынков, новых технологий. Это очень круто, и мы готовы от Нейронета всячески вас поддерживать, рассказывать, показывать и приносить всякие полезные штуки из того, что проходит мимо нас, и то, что у нас есть, и вообще делиться какими-то там знаниями, технологиями. У нас для этого есть Высшая школа нейротехнологий. Это такой большой партнерский проект нескольких вузов и нескольких больших компаний, который предоставляет возможность студентам бесплатно получать доступ к знаниям базовым в области применения нейротехнологий. И в продажах, и в маркетинге, и в управлении персоналом, в общем, и во многих других проектах. То есть, по сути, если у вас есть какой-то интерес поучаствовать в этом вопросе, вот у Виктории есть мои контакты, я дам доступ к руководителю Высшей школы нейротехнологий,
Это Тамара Мдинарадзе, вот, и которая, собственно говоря, с большой сейчас охотой и радостью принимает новые какие-то контакты и проецирует наши возможные курсы бесплатные для студентов, ну, на разный регион. Раньше просто все это было только в Москве, как всегда. Сейчас уже есть доступ для всего. Конечно, Все, да. да. Большое вам спасибо. Да. Спасибо большое. Да, Виктория, тоже хочу сказать пару слов, да. Я почувствовала, как я окунулась прямо в атмосферу НТИ, наконец-то до меня начинает потихоньку доходить, что же это такое, да, вырисовывается какое-то понимание вот этих рынков, которые, в принципе, динамично растут, и я это вижу, да, и надеюсь, что нас всех в будущем ждет успех, а мы, в свою очередь, сможем оказать содействие проектам, которые помогут не только нашей республике, да, но и России в целом занять лидирующие позиции в технологическом развитии. Конечно. Венчурная компания Якутия, Вера Птицына. Ага, и мы, да, все будем работать над проектными командой, проектным офисом в связке с вами, с нашими экспертами, для того, чтобы у нас реально вот эти рынки состоялись, потому что запрос есть, желание есть, 34 муниципалитета, в котором надо все это строить, и, собственно, мы с вами обязательно все это будем строить. Так, кто у нас еще хочет сказать? Давайте я. Спасибо огромное, что пригласили. На самом деле сейчас время объединения, все должны объединяться, сейчас сила в единстве, и сегодня это как раз такая встреча. Мне было очень приятно увидеть коллег из рынка, мне было очень приятно из других рынков, мне было приятно познакомиться с вами. Вот, искренне желаю вашему региону развития, искренне желаю вам удачи в этом, и мы всегда поможем. Спасибо. Лилия Михайловна, Ирина. Добрый день, добрый вечер, коллеги. У нас уже вечер, уже конец рабочего дня. Но мне, например, я представляю систему профессионального образования, среднего профессионального образования, и мне было на самом-то деле очень интересно слушать, и особенно представителей из других регионов. И, честно скажу, почувствовала себя не очень продвинутой с теми проектами, в тех проектах, в тех новых трендах, о которых сегодня рассказывали. И меня очень впечатлило выступление Ольги о тех возможностях, которые на самом-то деле есть. И очень вдохновила идея аэронета, наших территорий, особенностей, да, которые объективно существуют географически, и те возможности, которые есть. И даже немножко пожалела, что я не из области, скажем, такого, ну, чисто предпринимательского или вот. И очень даже вдохновила, и я вот думаю, сейчас уже в плоскости своей сферы деятельности, где же что-то, понятно, что образование тоже технологически обновляется, сейчас мы переживаем вот этот цифровой бум, по сути, как я уже утром говорила на утренней нашей встрече, говорила, что мы сейчас практически переживаем цифровую революцию во всех отраслях. Вот. И сейчас чисто технологические образования, ну, естественно, вооружается, создается какие-то новые там приложения, мобильные платформы цифровые и так далее. Но, тем не менее, те прорывные вещи, о которых вы сегодня рассказывали, меня сегодня ставят в ступор. Я думала, мы, да, продвигаемся, да, цифровизируемся, но на самом-то деле возможностей, ой-ой-ой, еще как много, и сколько всего можно еще вот сделать технологичным, в том числе и наше образование. Вот, большое спасибо всем сегодня выступившим, было очень интересно, и спасибо «Точке кипения» за то, что нас приглашаете и окунаете в такую необычную среду. Спасибо. Спасибо. Кто еще пару минут? У нас время заканчивается. Я знаю, что вы спешите, но все же давайте. Такая возможность на самом деле. Хорошо.
Ну все, тогда мы с вами не прощаемся. Лично я не люблю прощаться, да. Мы говорим до следующей встречи. Всех благодарю за то, что каждого из вас, за то, что выделили время, рассказали. Но давайте не будем прощаться. Реально сейчас время такое, что давайте двигаться, то, что все проговорили, реально делать, действовать. И в принципе у нас есть все инструменты. Это сейчас как раз-таки время для того, чтобы только начать двигаться. Руки в брюки и давайте стартанем. Всем отличного дня. Спасибо вам всем, дорогие друзья, коллеги. Я рада была вас всех видеть. Спасибо от команды «Точек кипения». До следующих встреч.